Зледаевна, это правда, Да. что вот за 37 лет работы в театре вы успели практически все партии, более 40? Да, да. У меня голос лирика колоратурный сопрано. Но я своим голосом никогда не форсировала голос. Своим голосом я пела даже более крепкие партии, такие как «Богема Мими», «Татьяна», «Иоланта», да, не говоря о том, что колоратурные партии там «Розина», «Джильда», «Виолетта», «Нарина», ну, «Снегурочка», это все 40 спектаклей перечислять. Я пела все. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмесес. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И я с удовольствием представляю вашему вниманию сегодняшнего гостя. Сегодня с нами Зиля Сунгатуллина встречаем! И сянмесес Зиля ханым. Здравствуйте, Добрый день. Мы очень ждали вас. Это И секрет чак-чак. на нашей программе. Диетический чак-чак. Это для меня? похудания, да. Ой, Бекзур Ахмед. У татар всегда традиции чаепития, поэтому эти традиции соблюдаем. Куда бы ни пришли, всегда чай предлагают татары. Бекзур Ахмед. Я Этот чак-чак мы обязательно попробуем в конце нашей программы. Хорошо. Зиля Сунгатуллина, народная артистка России и Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, профессор Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова. Родилась в селе Верхний Киги Кигинского района Башкирии. Окончила дирижерско-хоровое отделение Уфимского музыкального училища и вокальный факультет Казанской государственной консерватории, класс профессора Валентины Андреевны Лосько. С 1973 года солистка Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Зиля Сунгатуллина спела более 40 партий в операх русских, зарубежных и татарских композиторов. С 1983 года преподает в Казанской консерватории имени Назиба Жиганова, а с 1998 года профессор, заведующая кафедрой сольного пения. Многие ее ученики являются лауреатами международных конкурсов и достойно представляют славные традиции Казанской вокальной школы не только в России, но и за рубежом. Но я уверен, вы сегодня не только этот чак-чак принесли, но и у вас есть интересный рецепт для нас. Ну, я не знаю, насколько это интересно, но это бәлеш моей молодости. Я всегда его пекла. Куряга бәлеши. Я думаю, что куряга, вот сейчас особенно авитаминоз, для сердца полезно. Это полезный продукт. Там особых таких калорий нет. Я думаю, что вкусно. И для чаепития это хорошее лакомство, я так думаю. Отличный рецепт, тем более куряга бәлеша мы еще ни разу не готовили. Итак, приступаем. Нужна доска, Так, мука. тактаса. Да, Так, да. пожалуйста. Да, скалку. Так, скалочка. Да. И мука. Все готово. Отдельно про тесто, да? Отдельно про Которое тесто. вы уже принесли с Да, собой. я уже с собой принесла, я его уже приготовила, но я Открываю. хочу рассказать, рассказать рецепт этого теста. Это тесто делается без молока. Что вот очень редко, вы сказали, что такого никто не Ну, делал. впервые слышу, да, чтобы... Да, да. Как мы его делаем? Расскажите Как нашим вот, зрителям. вот 4 яйца нужно, 4 яйца, 4 столовые ложки сметаны, 4 столовые ложки подсолнечного масла. Но сначала надо на донышко положить шоколадную конфетку натуральной дрожжи. Это не сухие, а вот такие Да, настоящие натуральные, настоящие дрожжи. Сверху сахаром посыпать, подождать, пока дрожжи немножечко оживятся. А потом уже вот это все разводить тесто. Вот оно такое получается Пышное. живое, очень приятное тесто. Ну как вам оно дышит, да? Рукам приятно. дрожжи. Тесто у нас уже получилось, поэтому попробуйте обязательно его сделать сами. Я думаю, результат будет тот же. Да, да, Так, да. пожалуйста. Это тесто, вот оно такое приятное. Сколько лет этому рецепту? Ой, лет, наверное, даже я не могу сказать. Лет 30, наверное. А кто научил вас готовить Я потому этот что бәлеш? стряпала только молодые годы. Я сейчас по секрету вам скажу, сейчас я уже пироги не пеку. Поэтому рука даже может быть не совсем привычная, потому что с возрастом чем меньше мучного, тем лучше. Это только по праздникам и для гостей пироги, но не для себя. Сейчас я перешла уже на такую пищу малокалорийную, салаты. Вот на ночь я ем только салат. Салат тоже потом сделаем. Я вам рекомендую на ночь кушать только вот этот салат. Он очень Фруктовый. сытный. Фруктовый. Это апельсин с бананом. И можно его заправить
йогуртом, можно с битыми сливками, это глядя на ваш аппетит. Но Можно- только не майонезом. Да, нет, нет, или катыком. Это уж совсем диетический такой продукт. Украсить там ягодами, изюмом, то, что вот... То есть у нас будет и бялеш, и салат. Да, и Ну салат. давайте хоть я салат попробую сделать. Давайте апельсин пока Апельсин для начала почистить, да? почистить, да? Зледа Ян, все-таки немножко хотелось поговорить о вашем детстве. Я читал в одном из интервью, как вы говорили, что вы уже тогда начинали петь и делали это в лесу, чтобы никто не слышал. Да, Хотя да, вроде да. ваши поднасельчане подслушали вас, Да. и в деревне вас называли тогда уже Артисткой, да, да. Расскажите, пожалуйста, о этих временах. Ну, поскольку я ребенком очень стеснительным была, когда гости приходили, отец любил, чтобы я пела. И я, поскольку стеснялась, всегда пряталась за дверь и пела за дверью. Так долго пела за дверью, что мне уже казалось, что я пою по радио. И вот так вот мечта появилась, что я буду певицей, которая будет петь по радио. А потом уже отец у нас очень тяжело был болен, и просили не петь. Особенно по утрам. У татар нельзя с утра петь, как бы беду кличешь. И я убегала в лес. Около дома лес был березовый. А не страшно Это- было все-таки маленькой девочкой? Вот маленькая, ну, в этом лесу я выросла, поэтому этот лес как дом. Мне это нравилось, и там я пела. Обязательно приходил кто-нибудь, да и слышал, кто-нибудь остановится, прячется за деревом и говорит: ой, Зиля, син артист. Так что я с детства привыкла, что я артистка. Ну Вот и такой. несколько слов о ваших родителях. Они ведь тоже, с большой буквы, можно сказать, были артистами, играли на музыкальных инструментах, пели Да, песни. да, у меня отец играл на баяне. Первую музыкальную грамоту я получила от отца. Музграмоту, ноты. Вот это, поскольку у меня мама была учительницей начальных классов, отец имел два образования. Он был филолог и юрист. Они как поддерживали вот ваше стремление выступать, быть артисткой? Да, это отец мне даже оставил адрес, куда я должна поступить. Говорит, иди сюда. Но он знал, что у него жизнь вот кончается. Он болел очень тяжело. Говорит, я вот на шкаф положу записку, когда ты окончишь 8 классов, возьмешь ее и туда пошлешь свои документы. И вот я, значит, не придала значения. Хорошо, хорошо. Когда 8 классов окончила, отца уже не было. Сказала педагогам, вот я хочу вот сюда, туда-то. Помогли, значит, учителя послать документы в Уфу. Там жила моя сестра. Сестра моя знала, что я туда поступаю. А больше никто маме не сказал. Сдала экзамены, приезжаю домой, ничего не говорю. В деревне окучиваем картошку. И вдруг, значит, почтальон приходит, говорит: вам телеграмма. Мама испугалась, какая телеграмма, Что что случилось? такое? Я тоже не знаю, что случилось, откуда телеграмма. Из Уфы. Раньше телеграммы вот так вызов присылали, что вы поступили в музыкальное... Сейчас СМС. Да, Раньше да. телеграмма. Телеграмма была, что я поступила в музыкальное училище. Мечта моя сбылась. Зледа Яновна, апельсин у меня готов, почистил. Хорошо. Что Теперь делаем мне дальше? сковородку нужна, смазанной маслом. Так, вот такая сковородочка у нас есть. Пойдет по размеру? Пойдет, пойдет. Отлично. Пойдет, да. Так, растительным маслом, да, смазываем? Да, да. Чуть-чуть. Ага. Так. Зледа Яновна, расскажите, Да, пожалуйста. полости по краям тоже, Так, да. по краям Да, обязательно. да, да, да. Вы следите, кстати, за мной. Я-то Да. вопросы задаю, но самое главное, итог блюда-то зависит от вас. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как вы оказались в Казани и мечтали ли вы все-таки продолжить свою карьеру именно в Татарстане? Да, я мечтала именно о Казанской консерватории. И знаменитый педагог Валентина Андреевна Лосько, которая прославилась и в Уфе. Моя учительница говорила, только у нее надо учиться, если хочешь хорошей певицей быть. Так она, моя мечта и сбылась, что я приехала в Казань. А то, что Казань я выбрала, это заслуга моей бабушки, которая все время говорила: ах, Казань, Кремль. И по ее рассказам, и Габдулла Тукай, который дружил с моим дедом. И она читала всегда в нашем детстве стихи Габдуллы Тукая, рукописные уже. Ну, ведь ваш дедушка, о котором вы заговорили, он был великим просветителем. Расскажите, пожалуйста, Да, вот он великий несколько был, слов. действительно великий просветитель. Он первый просветитель Башкирии. И то он туда поехал по совету Тукая, потому что он учился в учительской семинарии в Казани. А он сказал: Махмуд, езжай в Башкирию, там полная безграмотность. Как звали его? Махмуд Яникеев, из рода Мурс. И вот он туда поехал. И всю жизнь по всем деревням он был награжден орденом, сам Калинин ему вручал орден Красного Знамени у него был. Вот у великих людей великие предки.
Что делаем дальше мы сейчас? Дальше вот сейчас вот это надо очень ровно постелить. Мы куригу, получается, не режем, да? Да, Целиком? не прокручиваем, целиком вот так вот ровно. В этом и есть стелим. секрет Да. старинного рецепта. Да. Сколько слоев? Несколько слоев? Ну, посмотрим сейчас, 2 слоя, может, хватит. Это как минимум, да? Да. И крышечка у нас еще остается. Крышечка, да. Все верно? Очень красиво получается, просто да. Спасибо большое за комплимент. Зля Даяна, расскажите, пожалуйста, какие яркие впечатления у вас остались во время обучения в Казанской консерватории? Ну, во-первых, я общалась с такими выдающимися людьми. Когда я в Казань приехала, я, конечно, опоздала на экзамены. Пока я разрешения добивалась, очень долго ходили в Министерство культуры, что тогда ведь в советские времена просто так нельзя было поехать учиться. После училища имеешь направление. Я должна была в ту деревню, где я росла, поехать и обучать детей музграмоте и пению. Но мой педагог ходил в Министерство культуры и очень слезно просил: дайте шанс девочке поступить. Никто не верил, что я поступлю. Говорит, не поступит, зачем? Тем более по математике 3. Как же? Мне сказали, ты не поступишь, а у меня, видимо, тогда характер был гордый и очень настойчивый. Я решила встретиться с Жигановым. А как встретиться с Жигановым? Да, это просто так не получается. Мне, значит, дали адрес Александра Сергеевича Кучерева. Представляете? Вот такой великий композитор, который всю жизнь писал татарскую музыку на таком европейском уровне. А Жиганов, это же вообще эпоха целая. То, что мы имеем в Казани, Казанскую консерваторию, симфонический оркестр, оперный театр, музыкальное училище, ну все, это его заслуга, это наше все. Жиганов, это выдающийся великий композитор. И вот Кучерев, значит, прослушал меня по-татарски, чисто по-татарше сөйлеше. Татар халық жырларын жырлайм. Мне 18 лет, а я, значит, в кабинете у Кучерева пою, он играет на пианино. Это же на всю жизнь. Ну, конечно, я добилась, чтобы Жиганов услышал. Это было через очень большие терни. В конце концов, меня Фахри Хусаинович Насреддинов взял за руку и говорит: а давай-ка я тебя познакомлю с заведующей кафедрой вокального искусства консерватории. Была такая профессор Байрашева. Я пришла, им спела, кафедру она собрала. Вроде педагогам понравилось. И я заодно познакомилась со своей мечтой. Это Валентина Андреевна Ласько. Я по ее лицу увидела, что она одобряет, улыбается. Она говорит: девочка, если ты поступишь, я тебя возьму, но у меня полный класс. Пошли мы к Жиганову. Байрашева очень такая была бойкая женщина. Жиганов говорит: да не надо, я сегодня уже все голоса есть, действительно прекрасные голоса. И Ринат Ибрагим как раз в этом, Ластовка тогда, Башаров, там сопрано, там Хабибулина. Действительно... Столько звездных имен перечислили. Да, хорошие голоса, все они, кстати, состоялись, наш курс. Но Байрашева, значит, помню, кулаком ударила по белому роялю. Так стукнула и говорит: наконец-то послушать ты можешь? Ну ладно, сел Жиганов, значит, я встала, уже как победительница, что меня слушает. Я все, что знала, спела. Вижу, я понравилась. Он вокруг меня вот так ходит, Жиганов. Довольно. И говорит: ну, довольно, но места нет. Все принято. Говорит: а ты маленькая ростом. А я, значит, взяла и сказала такую глупость. Я говорю: а вы что же маленький? Он тоже с меня ростом был, Жиганов, небольшой. Думали. Вот сейчас, говорит, у нас комиссия, через 2 месяца придешь. Вот, посмотрим. И вот, через 2 месяца, конечно, я начала учиться в Казанской консерватории. Мечта сбылась. Да, мечта сбылась. Мечты сбываются, друзья. Стремитесь обязательно к ним. Так. Готово? Готово. Ты молодец. Очень красиво разложил. Теперь надо сахаром посыпать. Так, сахаром. Сахаром посыпать. Сколько ложек сахара? Сахаром посыпать. Так, чтобы, ну, на вкус тоже. Еще же сама курагана сладкая. Да, она все достаточно. А теперь масло у нас сливочное есть. Так, масло. Масло надо вот нарезать стружками, да, и вот тоже постелить маслом. По чуть-чуть, да? Да, тоненько, по чуть-чуть, да, вот так, да. Я, значит, пока училась на 5 курсе, Мазитов такой был режиссер театра, главный режиссер. Он у нас и в оперном классе работал, в консерватории. Он мне говорит: Зиля,
Мы в театре для детей ставим спектакль. В оперном? В оперном «Не бей девчонок». Там нужна хрупкая пионерка, примерно 5-4 класса. А я как раз подходила. И косички вот так заплетала. И вот я, значит, для этой роли очень подошла. И это была моя первая роль «Не бей девчонок». Заславский композитор. Мечта, конечно, главное, это оперный театр. Я всегда гордо проходила, студенткой была, 18-19 лет, что я буду там работать. Зиля Даевна, это правда, Да. что вот за 37 лет работы в театре вы успели практически все партии, более 40? Да, да. Вот все, что шло в театре, сопрановый, да, у меня голос лирик-колоратурный сопрано. Но я своим голосом никогда не форсировала голос. Своим голосом я пела даже более крепкие партии, такие как «Богема Мими», «Татьяна», «Иоланта», да, не говоря о том, что колоратурные партии там «Розина», «Джильда», «Виолетта», «Нарина», ну, «Снегурочка», это все 40 спектаклей перечислять. Я пела все, я была как бы универсальная. Браво! Вот это надо... Края защипать. Да, защипать, хорошо. Зиля Даевна, ну и так как вы пели все-таки не одна, хотелось бы Конечно. несколько слов о ваших партнерах. Вот по моей просьбе, да, поставили оперу «Отелло». У меня был партнер Хайдар Бегичев. А самый первый партнер, вот я, как сказала, Фиалка Монмартр, там, Дон Жуан, да, был изумительный тенор. Он у нас в театре солистом был. Это Геннадий Васьков. Вот он мне помог состояться как актрисе. Он отвечал, он был очень теплый. Но помогал молодой актрисе, вот все делал, и мизансцены, все помогал. Мне было очень легко, и я себя вела очень естественно. Хорошо. Так, хорошо. Так, Теперь надо, да. самое интересное, сейчас Да. красота начинается. Да. Так, ну это я доверяю вам. Да. Но это традиционно вот так вот обычно делают татары, вот так вот закручивают, чтобы чуть-чуть карланцаны лежит. Так, отлично. Готово. Так, здесь надо дырочку сделать. Отверстие сделать, да? Отверстие, Так, давайте да, сами. да. Сколько готовим в духовке, при какой температуре? Ну, температура 200, я думаю. 200 градусов, 200 да? градусов. 30-40 минут. Я обычно на глаз, я вот так проверяю. Ага, тебе пшкен, вот так вот. Да, Пшкен, если, да, если он двигается. Итак, наше первое блюдо курага беляши мы отправляем в духовочку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Давай. Давайте бисмилля Давай, рахман бисмилля рахим. рахман рахим. Будем сырмать. И будем смотреть. Бисмилля рахман. После небольшой паузы мы приготовим замечательный фруктовый салат. Оставайтесь с нами. Пирог с курягой. Куряга беляши. Курагу предварительно замочили и промыли. Замесили дрожжевое тесто, разделили на две неравные части. Из большей раскатали основание и выложили на смазанную маслом сковороду. Сверху слой кураги, присыпали сахарным песком и равномерно добавили сливочное масло тонкой стружкой. Из оставшегося теста раскатали круг меньшего диаметра, накрыли им начинку и тщательно залепили края. В центре сделали небольшое отверстие и отправили беляш в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-40 минут. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни», и мы продолжаем сегодня с народной артисткой Татарстана, России, Зилей Сунгатуллиной. Зиля Бекзурахмет, большое спасибо, что вы пришли к нам. Вместе мы приготовили уже замечательный беляш из кураги. Он практически дозревает в духовочке. И сейчас приготовим полезный салат витаминный. Да. Начало ему положено, я почистил апельсины. Да. Осталось бананы. Нарежем, почистить бананы, Так. а я нарежу апельсинчики. Продолжаем мы очень увлекательную беседу сегодня. И ведь не каждый артист становится замечательным преподавателем. Да, это... Более 30 лет Зиля Даяновна работает преподавателем. Да, Ваши выпускники известны не только на всю Россию, на весь мир. Да, они О них мы чуть попозже. Вот расскажите все-таки, была мечта у вас быть преподавателем? Вот преподавателем я не мечтала быть. Но судьба моя, поскольку все династии мое, педагоги, учителя, судьба сама сюда, наверное, привела. Когда-то Назиб Гаяз Жиганов сказал: твой педагог великий, ушла на пенсию, ты обязана продолжать эту школу. И в самом разгаре моего творчества, когда я месяц пела по 15 главных партий, говорит, надо преподавать. Я говорю, не, я не могу, я же работаю, я пою. Мне... Он говорит, возьми только двоих с утра до оркестровой репетиции до 11 с двумя учениками. Я так и сделала, но пришла.
Ну, по желанию Жиганова пришла Ну, я. тяжело было совмещать? Очень тяжело было. Во-первых, студенты чуть-чуть моложе меня только были. Ага. И после моего великого педагога, эти были ученики моей Валентины Андреевны. Одна особенно. Очень трудно было завоевать авторитет и доверие. Ну, а учеников у меня очень много. Я даже не могу сейчас сосчитать по всему миру. Действительно, по всей России, по всему миру. В Германии работает у меня Лариса Васюхина. В Литве Лилия Губайдульна, вы ее знаете, она работала немножечко солисткой в нашем театре. Максим Аксенов, он солист Мариинского театра, и в то же время он гастролирует. Так, сейчас мы перемешаем. Да, да, аккуратно, Апельсин не с бананчиками. раздавить. Дальше? Сок, чтобы не... Да. Дальше мы вот... щас сразу на сделаем. порции? Да, на порции. Немножечко положить сюда. Сейчас надо заправить. Для Это заправки тебе, вот у нас, да, кстати, есть для катык и заправки. йогурт. Вот, Кому что? Я думаю, тебе катык. Хорошо, я так и Потому думаю. что, да, диетический. Йогурт мне. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Мгм. Достаточно, наверное. Но ведь при всем при этом, да, преподавании, выступлении у вас еще остается времени быть постоянным председателем жюри известного нашего республиканского телевизионного конкурса «Созвездие Дозлы». Да, это очень важно, потому что у нас руководители нашей республики настолько мудрые, которые планируют поколение, да, на многие лета вперед. Сколько лет вот, вы уже заняты этим конкурсом? Я сейчас скажу, с 2005 года, это сколько лет будет, а созвездие уже 15-16 лет. С каждым годом количество участников ведь растет и растет. Вы знаете, 80 тысяч – это уже очень большое количество. Все районы, все главы администрации заняты только детьми. Это же формируемое поколение на будущее. Они, во-первых, учатся трудиться. Это не обязательно, что мы артистов там готовим, да? И среди них единицы. Уже 8-9 человек окончили консерваторию. Вот на протяжении десятилетий, когда я работаю, да, Артур Исламов, Ишметова, сейчас вот недавно поступили Изотов к нам, Разуев, да, они успешно работают, Гатин, это все воспитанники созвездия. Также Гарипова, да, Дина Гарипова, это тоже вот плоды нашего созвездия, у нее ни одного образования нет музыкального, у нее образование вот от созвездинское и очень хорошее. Это дает, я думаю, развитие культуры общей вообще республики. И опять-таки наша республика впереди планеты всей. А тем временем настал момент попробовать оба наших блюда. Салат готов, Да. поспевает наш беляш. Да. Поэтому, как говорится, накрываем на стол. Фруктовый салат, жимеш салата. Кубиками нарезали очищенные апельсины и банан. Добавили изюм и заправили йогуртом или катыком. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Зиля Даяновна, Да. Биг Матур Булдесталибес, очень все красиво. Да. Самое время вместе с вкусным татарским чаем попробовать наш беляш. Прошу. Так. Горячий Как еще. все-таки руками его вилочкой? Руками лучше, но он горячий еще, поэтому Да, все у нас не в очень, печке. да. Так, бисмилля рахман рахим. Очень вкусно получилось. И вот вроде бы пирог из цельной куряги, да? А получается такой кулинарный шедевр. Бигзур Ахмед. Очень вкусно, друзья. Попробуйте приготовить его рада. дома. Я рада. А я рад, что у нас еще есть фруктовый салатик, Да. который мы заправили йогуртом и катыком. Да, да. Так, пробуем. Вкусно? И самое главное, полезно. Да. Вкусно и полезно мы сегодня готовили. Бигзур Ахмед Сизья. Дорогая Зиля Даяновна, Сизья Бигзур Ахмед, большое спасибо, что в вашем плотном графике нашли время, пришли к нам на программу и накрыли этот замечательный стол. Бигзур Ахмед Сизья. Ну и в конце нашей программы хотелось бы, чтобы вы пожелали молодым дарованиям, которые сейчас поступают в консерваторию, вот поступили, которые участвуют в конкурсе «Созвездие Йылдызлык». Вот что-нибудь, ваши пожелания, чтобы они стали такими же замечательными артистами. Ну, чтобы их мечта сбылась, чтобы не переставали трудиться, потому что искусство требует очень много и жертв, и труда, 90% труда. Добро пожаловать на спектакль нашей оперной студии.
Дорогие друзья, это была программа «Секреты татарской кухни». Очаровательная, легендарная Зиля Сунгатуллина и я, Руслан Шарапутдинов, говорю вам пока-пока. До свидания. Увидимся в следующей программе.